православных татар города Москвы при храме апостола Фомы. У нас такой вопрос. Сейчас приближается Пасха, светлый праздник для всех христиан. И по традиции на пасхальной утренне читается Евангелие на разных языках. И в том числе по усмотрению настоятелей может читаться Евангелие и на татарском языке. Мы с инициативой выступаем, чтобы в как можно больше храмов читалось Евангелие и на татарском языке, с надеждой на то, что сплочение будет среди татар православных, и в то же время будут приходить люди в церковь нашу. Как вы вообще смотрите вот на это наше начинание? Если скажите несколько слов об этом. Я вполне поддерживаю, потому что это соответствует старой христианской традиции. Господь умер за все человечество. И когда Господь воскрес, Он заповедовал апостолам, а через них и всем ученикам и последователям: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И поэтому проповедь апостолов, которая началась уже после вознесения Господа нашего Спасителя, она в основном состояла именно в том, чтобы благовествовать самую великую радость воскресения Христова. И они Евангелие, прежде всего Евангелие воскресения, проповедовали на языке тех народов, где они проводили свою миссию. И поэтому именно в первый день Святой Пасхи Евангелие читается на разных языках, насколько это возможно. У нас, я сейчас не считал, но может быть там 15 языков, ну в основном первый стих. Конечно же, я одобряю и поддерживаю, и помолюсь даже, чтобы у вас все было успешно. Тем более, что татары в нашей стране являются вторым по численности народом. Понимаете, 5 миллионов 310 тысяч. То есть это народ, который связан с историей России, Руси много веков. И когда уже утвердилась прочная власть государства на Руси после смуты, вот это, знаем, период болезненный был, много было обращений среди татар. Я знаю даже, что вот до 17 года в Казанской епархии было два монастыря, один мужской, другой женский. Он состоял целиком